44 и 57 годы прошлого столетия памятные в истории ингушского народа. Первая дата – день ссылки ингушей и чеченцев в Сибирь. Вторая же, когда оттуда разрешили вернуться, а после – хрущевская оттепель. Эти 10 лет характерны осуждением культа личности Сталина, освобождением политзаключенных и, главное для нашего народа, принятие закона о реабилитации. Отправить целые народы на чужие территории, то есть в Среднюю Азию, Казахстан, это было жестоко, так, чисто если подойти с человеческой точки зрения. И вся наша интеллигенция, поэты, писатели, научные деятели, офицеры, даже простые люди приложили все усилия, чтобы вернуть наш народ на свою историческую родину. Люди возвращались на голые земли и не жалели об этом. Это результат долгой и упорной работы, важную роль в которой сыграла ингушская интеллигенция. Идрис Базоркин, Туган Мальсагов, Хаджибекар Муталиев, Жанетта Зязикова. Они не раз обращались с письмами в Верховный Совет страны. Писали они, а за ними стоял весь ингушский народ. Еще одна выдержка отсюда. Ингушский народ знал и знает, что национальная политика не существует и не может существовать вне советской власти. Он знал и знает, что в отношении его будет восстановлена правда и справедливость. Но даже составленное в таких более чем осторожных выражениях обращения для своего времени было поступком, с большой буквы, продиктованным искренней болью за судьбы своего народа, патриотизмом высшего порядка с изрядным элементом самопожертвования. Потому что были случаи, когда авторы таких обращений в конце 40-х, начале 50-х годов подвергались ужесточению режима, ужесточению репрессий в отношении них. Закон, о котором мечтали ингуши и чеченцы, наконец был принят. 9 января 1957 года на президиуме Верховного Совета СССР Никита Хрущев объявил о восстановлении Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики. Спустя 13 лет ссылки тысячи людей смогли вернуться на родину. Многие до этого дня не дожили, но верили, что у них снова будет своя республика. Судьба нации могла сложиться и по-другому. В то время было предложение создать ингушскую автономию в тех краях, где народ находился в ссылке. Для ингушей такой исход был равен погибели. Однако чеченцы и ингуши, отмечается далее в записке, отнеслись к этому крайне отрицательно. Конец цитаты. И вот тут, безусловно, следует отметить, что это был важнейший, безусловно, это было важнейшее достижение. Если бы, не дай бог, этот вариант, скажем так, прошел бы, то нас ожидала бы судьба турок-месхетинцев или крымских татар. То есть это была катастрофа. Нахождение там, отсутствие собственного национального территориального образования, он фактически обрекал целый народ на судьбу агосферы, то есть вечного скитаться, странника, что мы видим, к сожалению, на примерах других народов, которые и по сей день переживают вот эту трагедию. Только одержимые творят. Этими словами Идрис Базоркин описал борьбу ингушской интеллигенции за возвращение на родину. Участники семинара делятся, что много работ написано ингушскими писателями о ссылке нашего народа, но мало о его реабилитации. Так, звейца дахкара фалмигды алчи аз каста хандус алчи қыдоқ амыж звейму адыга амыж вейнихир қолпсет кавказир цардар муханда сqalгайца дахкар олгайца бахкар ерже шоймек ханз цақача бамбац олай ханз бамбац суда цантар цабях качу дехалы Хазбей улур бо балкарстр боли нохчи боли кыбыр боли цаны или хадент е шейханр датсу хштат вегр ахмок табяқаб так из ча цухаму ча қалдыс қамын хам вей қамын ой қамын хам из литературе ложлевек азилок. Чечено-Ингушетия просуществовала до распада СССР, а после в 1991 году на всенародном референдуме большинство проголосовало за сохранение Ингушетии в статусе российского региона. Мечта целого народа стать самостоятельной единицей государства сбылась уже в 1992-м. Это пример того, как нация сплоченностью и упорством пишет свою историю. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.